Я приветствую участников второго международного фестиваля имени Валерия Михайловича Халилова. Все вы делаете очень большое и важное, а главное, очень необходимое дело в наше тревожное время, когда всевозможные дельцы от культуры навязчиво несут нашим детям и молодежи извращенное видение духовных и нравственных ценностей. Мы с вами обязательно должны победить в этой борьбе за умы и сердца будущего нашей страны. Фестиваль имени Валерия Халилова, большого музыканта, моего друга, большого гражданина Отечества, продолжает культурные традиции нашей великой России. И свое выступление я хочу закончить словами из моей песни. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране. Мы вместе, да хранит вас всех Господь. Ваш Илья Резник. Дорогие друзья, приветствую вас всех в преддверии открытия второго международного фестиваля имени Валерия Халилова, человека, который в моей судьбе сыграл очень важную роль и как музыкант, и как полководец, и как практически мой отец, потому что он сопровождал всю мою военную карьеру меня и очень бережно относился ко мне, когда я учился на факультете военных дирижеров при Московской консерватории. Это имя для меня святое, и, конечно, я был счастлив принять предложение поучаствовать в программе фестиваля с оркестром Татарстана, с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан в Большом театре. И мы имеем честь открыть этот фестиваль вместе с выдающимся коллективом нашей армии, всемирно известным ансамблем Александрова. Наш оркестр будет исполнять третью симфонию Сергея Васильевича Рахманинова. И мне кажется, это очень по смыслу и по содержанию подходит к личности Валерия Михайловича, который был невероятно глубоким музыкантом, очень пытливым человеком, который познавал мир до последнего дня. Он был потрясающим композитором, дирижером, он замечательно играл на рояле. И все это в совокупности меня вдохновило на то, чтобы мы предложили исполнить в этой программе именно третью симфонию Рахманинова, потрясающую, блистательную партитуру. Я думаю, что Валерий Михайлович был бы очень доволен, если бы он это услышал. Я очень надеюсь, что он это услышит. Спасибо большое фонду Валерия Михайловича Халилова за такое приглашение. Знайте, что мы всегда с вами. И я желаю всем участникам этого фестиваля, этого действа не забывать о том вкладе, который привнес в нашу жизнь, в жизнь всех людей, музыкантов и военных музыкантов. И, в общем, это был человек, который преобразовывал мир. Я имею в виду Валерия Михайловича, конечно, Халилова. И этот фестиваль должен быть ярким событием, которое будет напоминать о том, что он всегда остается с нами. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, от всей души хочу поздравить всех участников второго международного фестиваля духовой музыки, посвященного 70-летию со дня рождения выдающегося музыканта, дирижера, композитора, народного артиста Российской Федерации
генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Этот фестиваль проходит более чем в 40 городах нашей страны, и в нем принимают участие детские, школьные, самодеятельные, профессиональные и военные оркестры, а также хоры и ансамбли во главе с академическим ансамблем имени Александрова. Прозвучат произведения разных жанров, разных композиторов, в том числе десятки произведений Валерия Халилова. Этот фестиваль знаменует собой дань уважения, признания и любви к творчеству и деятельности Валерия Михайловича. Вся его жизнь до последнего дыхания была посвящена ее величеству музыки и продолжению его лучшей традиции. Он был создателем грандиозного международного военного фестиваля, военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве. Был основателем различных фестивалей на Сахалине, в Хабаровске, в Тамбове, в Сызрани, в Воронеже, в республике Тыва и в других городах. И сегодня мы продолжаем дело Валерия Михайловича. Его девизом было: продолжая традиции, мы сохраняем историю. Он очень любил жизнь и всегда хотел, чтобы среди нас царило добро, уважение, любовь и, конечно же, мир. Поздравляю вас с грандиозным праздником музыки. Желаю всем мира, добра и здоровья. Спасибо. В этом году будет объята вся Россия, от Калининграда до Хабаровска, до Востока. Это очень интересно и очень, так сказать, необычно и очень привлекательно в связи с тем, что будут прямые включения, и будут не просто отдельные произведения, но в это время будут, так сказать, выложены целые концерты единовременного звучания. Это очень трудно, но это очень интересно и тоже подтверждает вот эту масштабность, географичность, такую мощную проведение этого праздника. От Калининграда, от Запада до Востока. Но самое главное – это подготовительный этап. Чтобы все участники этого фестиваля загодя уже получили ноты, все это было как бы уже отрепетировано руководителями этих, скажем, хоров, коллективов. И тогда работать очень легко и просто. Дело не в количестве, а в конечной цели и в подготовленности того или иного коллектива. Этот формат может быть профессиональный, самодеятельный, там, детский или взрослый. Многое зависит от профессионализма самого руководителя. А отсюда ему трудно или легко руководить. Чем он профессиональней, тем он лучше понимает, тем ему легче руководить. Чем он менее профессионален, тем он меньше знает партитуру, тем ему сложнее руководить. Это же, по-моему, во всем так. От организаторов фестиваля приветствуем участников и гостей Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. К сожалению, нет возможности приехать к вам ко всем лично. Поэтому мы записали видеообращение из самого сердца нашей страны, с Красной площади. Не только из-за ее исторического и символического значения, но и в память о важных событиях, которые происходили на ней и были связаны с жизнью и творчеством Валерия Михайловича Халилова. Неоднократно военные музыканты сводного оркестрового полка, парадные расчеты воинских подразделений и частей чеканили шаг по священной брусчатке Красной площади под управлением Валерия Михайловича Халилова. На этой же Красной площади проходит музыкальный форум «Спасская башня», проведение которого, наверное, было бы невозможным без деятельного участия Валерия Михайловича Халилова. Отсюда мы отправляем приветствия, которые, подобно лучам огромной звезды, расходятся в самые далекие уголки нашей страны, а также в некоторые зарубежные города. С нами Калининград и Камчатка, Архангельск и Сочи, краевые областные центры, небольшие города. С нами, как всегда, наши проверенные друзья и новые соратники. Особенно приятно отмечать тех, кто впервые принимает участие в нашем музыкальном празднике. А обилие первоклассных исполнителей позволяет говорить о мировом уровне события. Мы видим душевную отдачу, искренний энтузиазм организаторов и востребованность среди самой широкой публики. Наш фестиваль поддержал фонд президентских грантов, что свидетельствует о его подлинно государственном значении. Но, конечно, главное – это не в статусах и регалиях. Самое главное – это продолжать дело, начатое Валерием Михайловичем Халиловым. Помочь музыкантам почувствовать себя нужными, ощутить единство
музыкального сообщества и понимать, что в нем есть такие же замечательные люди, замечательные, талантливые люди, настоящие подвижники и патриоты. Мы желаем всем вам успехов, удачи, неиссякаемое вдохновение и всего общего знания. Все вместе мы становимся сильнее и лучше. Давайте держаться друг друга и вместе служить самому прекрасному из искусств – музыке! Москва, Санкт-Петербург. Абакан, Анапа. Астрахань, Архангельск, Белгород, Владивосток. Воронеж, Волгоград. Екатеринбург, Истра. Калининград, Кемерово. Киржач, Краснодар, Красноярск. Курск, Кызыл, Липецк, Новосибирск, Норильск, Павлово. Пермь, Камчатка. Пушкин, Ростов-на-Дону. Самара, Севастополь. Сочи, Сызрань. Тамбов, Томск. Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутия, Ярославль, Республика Беларусь, Япония, Казахстан. Ура! 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 Добрый вечер, уважаемые слушатели. Филармония Якутии приветствует вас на концерте духовых коллективов «А музыка звучит» в рамках второго международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Второй фестиваль идейно вдохновлен знаковыми событиями России и приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения великого русского реформатора Петра I, преобразования которого послужили базой развития нашего государства. Проект выступает как связующее звено на 300-летнем историческом пути военной музыки от времен Петра Великого и художественным достижением современной военно-духовой музыки. Творческому вкладу в эти достижения народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, 70-летний юбилей которого отмечается в 2022 году. Фестиваль, названный его именем, достойная дань признания огромного личного творческого, организаторского, идейного вклада талантливого дирижера и композитора. На сцене духовой оркестр Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, дирижер, отличник культуры Республика Саха-Якутия Аял Малышев. Марк Жирков. Над Якутском.
Его слушатели – весь мир. Его декорации – стены Кремля. Его артисты – тысячи солдат. Бессменный дирижер Парада Победы, генерал-лейтенант, народный артист Российской Федерации Валерий Михайлович Халилов. Четкость, лаконичность, динамика маршей и красота лиричных песен на стихи поэтов – все это наследие уникального музыканта. Захар Винокуров. «Рыбаки». Ларри Ник. Рок-н-ролл. В памяти народный артист России Валерий Халилов остался навсегда.
Дважды повторенное слово «народный» в данном случае вовсе не тавтология. Это признание в любви огромной страны к ее главному военному дирижеру, доблестному генералу и большому музыканту. Это благодарность и вечная память о неоценимом вкладе, который выдающийся артист внес в развитие духовой музыки и поднятие престижа военно-оркестровой службы вооруженных сил Российской Федерации. Питер Стон. Ямайка Румба. Игорь Сукачев. Песня вольного стрелка. Thank you.
Валерий Халилов называл военный оркестр связующим звеном между армией и народом, а саму духовую музыку экологически чистым жанром и музыкальным символом страны наряду с гимном и гербом. Звуки не подлежат модернизации, это классика, причем оркестр играет ее при любых метеорологических условиях. И говорил: «Я считаю, что мы, военные музыканты, своим искусством очень много делаем для того, чтобы и воодушевлять, и одухотворять». Квинси Джонс. Душа босановы. Организатором второго международного музыкального фестиваля является благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект поддержан Министерством обороны Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Департаментом культуры города Москвы, а также партнерами и спонсорами. Реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленное Фондом президентских грантов. Генеральный информационный партнер и информационное агентство МИА «Россия сегодня». На сцене лауреаты всероссийских и международных конкурсов, духовой оркестр Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова, дирижер, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Александр Кузьмин.
Валерий Халилов. Марш «Кант». Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова – уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям Валерия Халилова, коллегам, соратникам в знак глубокого уважения и памяти о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной России. Основные цели фестиваля – демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.
Андрей Петров. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». Пак Бенхак. Марш «Сила Кореи».
Валерий Халилов вошел в историю как человек, показавший и открывший всему миру важность и значимость духовой музыки. Он стал инициатором и идейным вдохновителем военно-музыкальных фестивалей «Кремлевская заря», «Амурские волны», «Марш столетия», Международного военного музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске. И, конечно, самый масштабный по своей значимости фестиваль «Спасская башня», главное детище Халилова. Уникальный музыкальный форум, в котором за годы проведения приняли участие военные оркестры из более чем 40 государств мира. Танец «Алиуточка», инструментовка Аяла Малышева. Камила Кабельо, «Гаванна».
Валерий Халилов вошел в историю как человек, показавший и открывший всему миру важность и значимость духовой музыки. Он стал инициатором и идейным вдохновителем военно-музыкального фестиваля движения в нашей стране. Под своим руководством Валерий Михайлович собирал тысячетрубные оркестры и хоры на центральных площадях городов. Сегодня его фестивали проходят в Севастополе, Тамбове, Хабаровске и на Сахалине, в знаменитом международном детском лагере «Артек». И, конечно, самый масштабный по своей значимости фестиваль «Спасская башня» в Москве, автором, одним из идейных вдохновителем и первым музыкальным руководителем которого он был. К личной славе не стремлюсь. Для меня важно, чтобы соотечественники знали духовую музыку, слушали ее, любили. Памяти Валерия Михайловича Халилова и неоценимого вклада, который он внес в развитие духовой музыки, армейской культуры, посвящается. На сцене духовой оркестр «Лена Ривербрас» Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко. Дирижер, отличник культуры Республики Саха-Якутии Павел Васьковский. Валерий Халилов. Марш стрелковый.
Самым сложным маршем композитора Валерия Халилова считается марш генерала Милорадовича, посвященный герою войны 1812 года. Валерий Михайлович положил музыку на слова молитвы, причем не изменил в ней ни одного слова. Всего он написал 20 маршей. Валерий Халилов. Марш «Бегуния».
Валерий Михайлович в одном из интервью сказал: «К личной славе не стремлюсь. Для меня важно, чтобы соотечественники знали духовую музыку, слушали ее и любили. Объединившись в единый праздник духовой музыки, мы вспомним выдающегося музыканта и дирижера, отдав нам памяти его заслугам в области музыкального искусства, и будем стараться сделать так, как завещал маэстро». Валерий Халилов. И удача придет. Солист Дмитрий Никифоров-Келлер. Мы с тобой вместе идем под ночным теплым дождем, и блестит черный асфальт в свете фонарей. Только мне завтра опять надо улетать. Ну зачем же лететь мне куда-то, если рядом твоя любовь? Нет любви без разлук, нет без грусти любви. Каждый жест, каждый звук, каждый взгляд лови. Верь любимой своей, и удача придет. А что ты так любишь, ждет. В тишине я улыбнусь, прошепчу, скоро вернусь, и вздохнет вместе со мной мокрая Москва. Расскажи, как там Париж, ты мне говоришь. Расскажи про закат на Ямайке, про Азорские острова. Нет любви без разлук, нет без грусти любви. Каждый жест, каждый звук, каждый взгляд лови. Верь любимой своей, и удача придет. Та, что ты так любишь, ждет. Я тебе здравствуй скажу, и, обняв, так закружу, что от губ нежных твоих захмелею вновь. Только мне завтра опять надо улетать. Ну зачем же лететь мне куда-то, если рядом твоя любовь? Нет любви без разлук, нет без грусти любви. Каждый жест, каждый звук, каждый взгляд лови.
Верь любимой своей, и удача придет. Та, что ты так любишь, та, что ты так любишь, та, что ты так любишь, ждет. Самым сложным маршем композитора Халилова считается марш генерала Милорадовича, посвященный герою войны 1812 года. Валерий Михайлович положил музыку на слова молитвы, причем не изменил в ней ни одного слова. Всего он написал 20 маршей. Валерий Халилов. Марш генерал Милорадович. На сцене духовой оркестр Лена Ривербрас, симфонический хор филармонии Якутии, главный хормейстер Людмила Шумилова, дирижер Павел Васьковский.
Валерий Михайлович говорил, военная музыка – это экологически чистый жанр. Нашим людям пора на воздух, в парк, в лес. Мы уже надышались в городе нечистым воздухом, наслушались всякой низкопробной попсы. Будьте любезны, послушайте военный духовой оркестр. Загляните внутрь себя, почувствуйте романтические интонации, настройте себя на лирический лад. Военная музыка – пульс эпохи. Она помогает воинам и народу просто жить. В этом ее главная функция. Валерий Халилов. Армия и флот. Солист Николай Шарин. Мы верны боевому содружеству, друг за другом мы встанем стеной. Наш девиз — честь, отвага и мужество. Мы защита отчизне родной. Наш девиз — честь, отвага и мужество. Мы защита отчизне родной. На суше, на море и в небе синем Родина наша плод. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Сквозь тревоги пройдя и пожарища, не забыла родная страна беспримерную храбрость товарищей и бессмертные их имена. Беспримерную храбрость товарищей и бессмертные их имена. На суше, на море и в небе синем Родина наша плод. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Ну а если порою опасною нам грозит будет яростный враг, нас вперед нас зовет знамя красное и священный Андреевский флаг. Нас вперед нас зовет знамя красное и священный Андреевский флаг. На суше, на море и в небе синем Родина наша плод. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Два верных союзника есть у России, армия и флот. На суше, на море и в небе синем Родины нашей плод. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Два верных союзника есть у России, армия и флот. Праздник музыки охватит всю страну, от Дальнего Востока до Калининграда. Более чем в 40 городах России пройдут концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, включая как гражданские, так и военные коллективы, взрослые и детские. Объединяющий символ фестиваля – песня-гимн «Россия навсегда великая страна». Слова Савицкого, музыка Халилова. «Навсегда великая страна». Солисты
Юлия Караченцева и Дмитрий Никифоров-Келлер. На рассвете солнце озарило новый день, надежда и добро. И земля росой лугов омыла наш родной большой и светлый дом. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда Единая страна, побеждая сумрак лихолетий, возрождаясь к жизни вновь и вновь. Ты цвети, и путь твой будет светел, будут жить и вера, и любовь. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда любимая страна. Мы своей отчизне разнолики, но один над нами небосвод. Нет народов малых и великих, россияне, мы один народ. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда великая страна. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда великая страна. На этом наш концерт завершен. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч на концертах филармонии Якутии.